В этом году широко освещались итоги десятилетия развития Дальнего Востока. Можно сконстатировать, что государство создало на Дальнем Востоке все условия для ведения бизнеса. Алексей Олегович, вот за 10 лет на Дальний Восток было привлечено практически 3,5 триллиона рублей инвестиций. Созданы уникальные преференционные режимы, в том числе территория ближайшего развития, которая у нас здесь в квартале туда работает. Свободный порт Владивосток. Было создано почти 700 предприятий, инициировано очень много проектов, но нужны люди, которые будут эти проекты реализовывать и развивать. И именно такой посыл был сделан президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным во время его выступления на пленарном заседании Восточно-экономического форума. То есть, по сути, можно сказать, что президент объявил перезагрузку стратегии развития Дальнего Востока. То есть теперь в центре внимания у нас жители нашего региона. И следующий этап, о котором говорит президент, что Дальний Восток, да, он стал привлекательным для бизнеса, теперь он должен стать привлекательным местом для жизни. Алексей Олегович, так как наш форум, он традиционно спроектирован на стыке цифры и креатива, хочется задать вам вопрос в разрезе развития этих отраслей у нас на Дальнем Востоке. Ведь об этом тоже президент у нас говорил на своем выступлении на ВЭФ. Вот для креативных индустрий, для IT-отрасли вообще очень критично наличие определенного человеческого капитала, талантов. И вы знаете, что традиционно в экономике считается, что люди все работают. И на Дальнем Востоке все 10 лет, по сути, создавали работу. 125 тысяч рабочих мест было создано. Новые заводы, производства. Но, как оказалось, в креативных индустриях там немножко все по-другому. Высококвалифицированные люди, креативные таланты, люди творческого интеллектуального труда, они имеют такую вот суперсилу, да. Они выбирают не там, где есть работа, они выбирают такую магию места, если можно так сказать. И туда, куда они приходят, за ними приходит и работа, за ними приходят работодатели. И вот, Алексей Ильич, вопрос к вам. Как нам сделать так, чтобы дальневосточные города стали модными городами для жизни? Как нам в Дальний Восток привлечь таких людей и чем помогут нам в этом мастер-плане наших городов? Уважаемые друзья, я, во-первых, хочу всех поздравить с этим интереснейшим мероприятием и отметить, что, как всегда, в Якутии все очень так драйвово, инновационно. Ну и я испытываю гордость от того, что мы тоже приложили руку, в том числе к созданию этого квартала труда, этого пространства, которое сейчас будет появляться и в других городах Дальнего Востока. Но я хотел бы начать немножко с того, чтобы задать рамку. И, может быть, не случайно мы сегодня прямо с аэропорта были здесь же и смотрели в том числе технологии, которые готовят наши ребята, которые собираются отправиться в зону проведения специальной военной операции. По словам председателя Си Цзиньпина на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, который он потом повторил много раз, мир сейчас проходит изменения, которые происходят раз в 100 лет. И я думаю, каждый согласится, что те тектонические сдвиги, вот фундаментальные изменения в отношениях между странами, в развитии технологий, существующие и потенциальные вооруженные конфликты действительно напоминают смену эпох. А происходит смена технологической парадигмы. Я говорю об этом не для драматизма, я говорю об этом потому, что мы собрались на технологическом форуме, и очевидно, что происходит сдвиг технологической парадигмы. Давайте на 100 лет назад отодвинемся, тогда немножко время медленнее текло, и мысленно представим себе, что означало начало 20 века. Вот была Первая мировая война, столкнулись большие империи тогда, отнимите мысленно 30 лет от Первой мировой войны. Но это технологический уклад был почти что позднее Средневековье. Была конница, казаки с пиками, значит, практически технология коммуникации, там только-только телеграф один трансатлантический появился, но в целом еще перьями люди писали. Теперь прибавьте 30 лет к окончанию того конфликта. Уже был век атома, было использовано атомное оружие, был век авиации. Фон Ньюман придумал принципы, на которых был основан компьютер. Сейчас не нужно 30 лет. Сейчас даже вот читая буквально каждый день, сейчас мы знаем, что прямо сегодня в Москве проходит конференция важная по искусственному интеллекту. Каждый день, читая новые и новые сюрпризы, которые нам подкидывают технологии, мы понимаем, что и алгоритмы придумывают какие-то невероятные вещи.
новая скорость вычислений. Кто-то скоро изобретет квантовый компьютер, новые материалы, графен, новые виды организмов, генетические технологии, роботы, автоматизация. Что могут делать роботы сейчас без людей? Поэтому и я думаю, что политика, я так длинно на самом деле отвечаю на ваш вопрос. То, что мы пытаемся сделать на Дальний Восток, мы пытаемся поставить во главу угла самую главную технологию, которая есть во всем этом калейдоскопе. Это технология, которую создал Бог. Это человек. Только формируя людей, причем следующее поколение, работая над системой образования, начиная с детского сада, формируя креативность, давая людям пространство для того, чтобы они кросопыляли друг друга, я верю, что мы как нация, мы продолжим играть вот ту уникальную историческую миссию, которую Россия всегда играла. Я отвлекусь здесь тоже, открою вам некий такой частный факт, о нем на самом деле никто не знает, но он для меня лично был очень интересен. Я на днях обедал с очень интересным человеком, он носит великую фамилию, его фамилия носит крупнейший аэропорт Европы и главная площадь одной европейской столицы, его фамилия де Голь. Он внук генерала Шарля де Голля, он достаточно известный человек, симпатизирует России, открыто участвует в Валдайском форуме. Но все-таки лично для меня услышать, он, кстати говоря, феноменально похож на своего деда, то есть такое ощущение было невероятное от общения с ним. Он говорит, вы стоите за человечество. Очень много людей в Европе с надеждой смотрят на Россию, как на страну, которая защищает ценности, вообще, которые определяют природу человека. И в разговоре с ним мы пришли к тому, что это не просто какая-то борьба там, добра со злом или первертных идей, каких-то дьявольских идей с здоровыми, с базовыми человеческими идеями. Это еще борьба человека против машин, на самом деле, борьба человека с технологией. Потому что обесчеловечивание человека, вот такая корпоративизация всего, какая-то механизация. Вот Айсен Сергеевич рассказывает, на некоторых форумах предлагали на похожих правительство отменить и парламент отменить, пусть все искусственный интеллект решает. Поэтому человек во главе пирамиды, интересы человека, среда для жизни человека. И вот не случайно сейчас мы обсуждали, как сделать привлекательным Дальний Восток для людей отрасли IT. А Дальний Восток, он уникален для людей тем, что это пространство, где можно, получая все блага цивилизации, даже в отдаленных поселках, имея быстрый интернет, имея современные условия образования, здравоохранения, но быть очень близким к природе, иметь свой дом, иметь собаку. И на самом деле вот жить такую жизнь, для которой Бог человека создавал. В части все-таки пару хотел практических решений добавить того, что для того, чтобы это происходило, чтобы у нас были действительно новые условия для людей, прежде всего в образовании, мы реализуем программу мастер-планов развития дальневосточных городов по образу данного квартала труда. Будем формировать арт-кластеры. Во всех дальневосточных городах первыми будут Владивосток, Благовещенск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский. По решению президента открываем филиалы творческих вузов. Это ГИТИС, Щукинское училище и ВГИК. Но и обязательно, конечно, очень глубоко залазим в систему и высшего образования. Это программа «Приоритет 2030». Кстати говоря, Арктический институт искусств был одним из первых, кто получил гранты. Вот в декабре уже ждем отчет от первого года работы. И действительно серьезные такие средства на поддержку. Это и развитие кампусов университетов, развитие программы «Профессионалитет», среднее профессиональное образование. Сегодня как никогда нужны люди, которые на стыке технологий и такого и механического, и инженерного труда, но и технологий. Поэтому мы твердо верим, что сегодня такой момент, когда Дальний Восток сыграет свою исторически предопределенную роль. Вот 500 лет Россия развивала Дальний Восток, прирастала Дальним Востоком. Вот сегодня как раз тот момент, когда именно на Дальнем Востоке создается будущее России. Ну и отдельно все-таки хочу отметить роль уникальную Якутии, самого крупного нашего субъекта федерации и на Дальнем Востоке, и в масштабах России. Это
здорово и потрясающе, что не только уникальная кладовая ценных природных ресурсов, но и авангард и цифровых технологий, и творческих технологий. Вот я верю, что этот симбиоз, сочетание как раз и есть секрет нашего общего успеха. Спасибо за интересное мероприятие, но будем реализовывать все решения, которые принял президент для того, чтобы быть успешными и побеждать. Спасибо. Сергей Ильич, продолжая ваш тезис о том, что чаще и чаще сейчас возгласы о том, что и чиновников не надо, и правительство нужно заменить искусственным интеллектом, мол, блага будет распределять гораздо справедливее. Вот в этом году, летом, в России был объявлен эксперимент о том, что искусственный интеллект будет участвовать в найме чиновников. Правда, результаты пока нам неизвестны, но тем не менее постановка задачи интересна, Алексей Игоревич. Вы сегодня сказали о том, что человеческий разум настолько преобладает над искусственным интеллектом, он всегда будет им управлять. Но тем не менее искусственный интеллект ведь может быть инструментом. Вот как вы считаете, вот эти цифровые технологии, в том числе и AI и другие, как они нам могут помочь управлять Дальним Востоком эффективнее, его развитием в том числе? Я считаю, что нам важно разделить все-таки человеческий. Искусственный интеллект не умеет любить, не умеет испытывать любовь. А базовое качество любого человека, который служит Родине, я не люблю слово чиновник, это любовь к Родине. Я говорил, что был в кадетском училище. Первое, что мне сказал его руководитель, такой серьезный полковник, он говорит, юнкера были последние, кто встал на защиту царя Зимнего и отдали свои жизни, мальчишки молодые. Они любили свое отечество, и мы, говорит, таких воспитываем, которые будут последними, кто будет при любой ситуации, которые отдадут свои жизни за Родину. Понятно, что сейчас идет специальная военная операция, но если с этой страстью заниматься чем угодно, бизнесом тоже, игры создавать, мультики рисовать, тогда мы будем побеждать. Это тот рецепт, как победить мегакорпорации, как создать суперпродукт с любовью. Конечно, нужны цифровые технологии, нужно видеть и знать. Мы оперируем гигантскими масштабами пространств, расстояний, земли. Мы делали цифровую систему леса по поручению Юрия Петровича Трутнева несколько лет назад еще в Фонде развития Дальнего Востока. У нас 1 миллиард гектар леса в России, который до сих пор оцифровывают лесники с планшетом таким комбатским. Я президенту показывал планшет лесника. Это комбатская тетрадь, с которой кто-то должен на УАЗике там доехать, докуда доедет УАЗик, и от руки написать, что сгорело, что заболело, что выросло, что не проросло. Конечно, здесь простор для применения дистанционных методов, нейросетей, дистанционного анализа, таксации, мониторинга, принятия решений и помощи в принятии решений бесконечные. Это относится всех наших природных ресурсов, энергетики, экономики, эффективного, скажем так, хозяйствования. Вот для этого нужны цифровые технологии. Но фундаментально очень важно не забывать о базовых ценностях человеческих и с самого раннего возраста вести этот диалог, не стесняться, не бояться, а наоборот, открыто. То, что было в моем детстве, например, я еще пионером был, когда нас учили любить Родину, и мы любили абсолютно искренне, мечтали отдать за нее жизнь. Это была такая история, там пионеров-героев нам рассказывали. И с этим настроением можно работать, будучи вооруженными всеми цифровыми технологиями, искусственным интеллектом, новыми материалами и так далее. Алексей Ильич, вот вы огромное внимание уделяете команде России Дальнего Востока. Я читал в вашем телеграм-канале, вы писали о легендарном Министерстве международной торговли и промышленности Японии. И, собственно, одним из факторов развития у них было то, что работа в этом министерстве, вообще всех министерств, которые связаны с развитием экономики, она стала самой престижной для выпускников самых таких топовых японских университетов. Это вы очень много вкладываете в программы подготовки управленцев, которые делаете так, чтобы в Дальний Восток приезжали самые талантливые люди. Скажите, вот все-таки, какими принципами вы руководствуетесь, когда формируете команду, и как вы считаете, вот та команда, которая здесь сформирована в Дальнем Востоке, она может эти задачи решить? Потому что, по сути, развитие Дальнего Востока – это такая сверхзадача для нашей страны. Да, спасибо за вопрос. Во-первых, я хочу Александру Сергеевичу высказать благодарность большую за участие в программе «Муравьев Амурский» неравнодушные, потому что для ребят это крайне важно. Никакой диплом, никакая программа подготовки кадров не заменит вот этого личного общения, когда лично глава делится своей энергией, делится таким, прямо деталями, где-то скрытыми даже для
глаз, люди чувствуют, что их вовлекают в процесс. Для нас программа «Муравьев Амурский» самое главное – это возможность вовлечь увлеченных молодых, уже с высшим образованием людей в дело служения России, в дело развития Дальнего Востока. Вопрос про Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Очень правильный. Я без деталей скажу, кто не знает, изучите, это интересный исторический опыт. Япония когда-то создала суперминистерство. Еще, я боюсь ошибиться, но его прообраз был до войны, после войны им надо было восстанавливать экономику. И первое, что у них произошло, но только меня неправильно не поймите, я просто рассказываю, что произошло в Японии, без никаких намеков. У них была такая административная конкуренция двух ведомств, и вот эта МЭТИ одержала верх над, правильно, Минфином. И, значит, это министерство, оно формулировало политику. Оно реально определяло корпорациям направление развития. То есть это на самом деле был такой здоровый, практически советского масштаба госплан. И эти примеры есть. В Китае это называется Национальный комитет по развитию и реформам. В Сингапуре это называется Economic Development Board и так далее. Это как раз система здорового экономического, межотраслевого, межрегионального планирования с постановкой целей, в принципе, с отчетом крупных корпораций перед этим министерством, которое определяло промышленную политику, завоевывало какие-то ниши на экспорт и развивалось. Поэтому для нас пример такой сконсолидированной работы, которую мы используем в нашей работе. У нас есть Восточный центр государственного планирования «Восток Госплан». Но у нас есть свой тоже сенсей Юрий Петрович Труднев, Шихан, точнее, он, извините, правильный его статус, значит, в боевых искусствах и управленческий. И здесь, я думаю, хороший пример Японии, такой самурайский, служение. Ответ на ваш вопрос, какие люди. Мне не обязателен опыт именно государственной службы. Например, вот последняя девушка, которая у нас стала заместителем министра, она пришла из цифровых технологий, она была топ-менеджером в Яндексе, отвечала там ни много ни мало за, скажем так, социальное развитие, благополучие нескольких миллионов людей. Вот все, кто работают в Яндексе, в Яндекс.Такси, она занималась так, чтобы они там нормально работали, нормально себя чувствовали и применяла самые передовые цифровые технологии. Сейчас мы пытаемся с помощью этого опыта в том числе применять эти же технологии. Кто важнее, чем что. И мы говорили о финансировании команд. Финансировать, когда мы научимся финансировать действительно людей, а не какие-то документы, бизнес-планы. Об этом сейчас пик научного дискурса вообще в мире. Финансировать талантливых людей, и тогда будут хорошие результаты. А не финансировать, так сказать, гранты проектные, тогда будут хорошие отчеты. Друзья, мне кажется, нам повезло. Нам очень повезло, что у нас вообще на Дальнем Востоке такой министр, что у нас есть министерство. Мы все дальневосточники, нам очень сильно завидуют все другие регионы. Говорят, что вот у вас целое министерство, у вас очень короткий путь руководства страны. Действительно так и есть, потому что Минвосток сегодня выполняет практически функции нашего дальневосточного представительства дальневосточных регионов в правительстве страны. И это на самом деле позволяет появляться таким проектом, как вот наш квартал труда,